находимся в Ленинградской области. Здесь строится у нас парк северных волков, самых крупных волков в мире. На данный момент у нас здесь арктическая волчица, это краснокнижное животное, канадский волк Акела, тоже краснокнижное с прошлого года. И один из самых крупных подвидов волков, это таежный волк, был привезен с Якутии. Да, здесь все полностью было в деревьях, здесь не пройти, вот как там, вот, все в деревьях было. Там все выкашивал первое время, чтобы сюда пройти. Потом рубили деревья, заказывал трактор, чистили под домик, потому что здесь же надо находиться постоянно, не снимать квартиру в Санкт-Петербурге. Также потом была поставлена бытовка, потом параллельно строился дом и параллельно строились вольеры первые. С прошлого интервью у нас сколько прошло времени? Ну, чуть больше года, наверное, да? Да, чуть больше года. Чуть больше года, да. Но начал идти конкретно к этому, я скажу точно, именно вот что сейчас происходит здесь, наверное, с апреля месяца. Это меньше года. Вольеры, в которых сейчас находятся и гибриды, и волки. Гибриды, конечно, нам привезенные с Волгограда. Это вот Воланд, у нее 20% волчьей крови. Воланды — это гибрид западно-сибирской лайки и волка. Этой породе уже больше 40 лет, но она официально не зарегистрирована. И я лично взялся со своими друзьями, которые, могу назвать их друзьями, потому что во многом мне помогли. Это у нас Александр Зубов, промысловик-охотник, он, кстати, снова у Уренгоя, у него большой питомник, у него реально мировые собаки, там западно-сибирские лайки, чемпионы. Именно с ним и с Волгограда, с Алексеем Марченко, мы вот хотим зарегистрировать эту породу официально. Я думаю, спустя месяц она будет у нас зарегистрирована. Ну, во-первых, новая порода в мире. Это уже как бы много о чем говорит. Плюс документы, официальные документы. Не просто так, знаешь, когда вяжут там непонятно с какой лайкой дворняжка и непонятно с каким волком. Здесь, очевидно, факты, есть выведенные волки, есть вся родословная, прописанная там за 40 лет, да, лайки, которых брали. Не просто лайку взяли, а там она чемпион мира, там полевой какой-то чемпион. В общем, титулованные лайки вяжутся с волками. И от этого уже идет гибридизация и выведение новой породы. Именно с лучшими. Отбор идет. Лучших собак. Так как у нас волки северные, северные животные, им будет комфортнее больше всего в северной части России. Так как я жил на севере, но там никаких особых перспектив нет в этом, здесь, Санкт-Петербург, идеальное место подходит для таких зверей, как волки. Здесь международный аэропорт, очень много же фанатов у Акелы с-за границ, с разных точек мира, и прилететь сюда не составит никому вообще труда, и за цену минимальную. Мне отец сказал, давай рисковать, бери свою ВАЗ, загоняй на СТО и погнали. Ну, он больше всего за рулем был, у меня плохое зрение, и день был короткий. Получается, в 10 там светлело, там в час уже темно, поэтому я мало за рулем сидел, он все остальное время. Это место, приближенное к естественным условиям, где деревья, трава будет расти, где у него логово будет, там еще построится пруд. Будет 5 на 5 в этом выгрузочной зоне, это будет пруд. И будет как вот в естественных условиях, что у него будет там озеро, логово, деревья, травка, и еще туда можно яблонь посадить, там много чего, сделаем условия на максимум. У нас будет таких именно 9 соток, 2, и одна будет самая большая в 40 соток, а куда впоследствии мы переведем Акелу. Сейчас, так как все ждали этого момента, мы перевели его в эту зону, самую первую нашу. Потом, скорее всего, там, может год, может полгода, зависеть будет все от финансов, может вообще за месяц тут все расстроится. Самое огромное это для Акелы, потому что он самый главный, из-за него все началось. Если бы не он, вообще бы ничего не было. Никакая там ни собака, ни Воланд, ни другой волк этому не способствовал бы, только Акела, потому что Акела, он, на самом деле, он прям людей гипнотизирует. Даже когда сюда приходят смотреть, вот по мне Фурия, она настолько, вот эта арктическая волчица, она настолько прекрасная, что
Я не знаю, на нее смотрю, и я удивляюсь ее красоте. Но люди, когда приходят, все равно, только на Акелу посмотрели, вот так. Все реагируют на Акелу по-другому. Вот он какой-то особенный волк. Ну, вживую вообще первый раз в зоопарке видел, это не то. А когда я увидел Акелу в Ютубе, смотришь на какой-то маленький, а тут вживую смотришь на него, вот этот взгляд волчий, это пронзающий, там это вообще, в душе так, я не знаю, как передать. Это надо только просто так вот посмотреть, он тебя как читает, он как не гипнотизер, а как какой-то психолог. Он всю информацию прочитал. Картина, вот волки для человека, это картина страха. Понимаете как? Либо наш страх в клетке, да, постоянно сидит, либо мы выпускаем его на волю, а сами садимся в клетку. Наверное, в душе каждого есть клетка, в которой должен сидеть страх, и мы его не должны выпускать ни при каких обстоятельствах. Вот это мне очень нравится. То есть пусть он нас боится, а мы будем свободными. Вот это вот мне нравится. Наблюдая за волками, я это понял. Я доволен вообще. У меня, по-моему, получилось. Да, вот здесь у нас Сергей, он постоянно, да. Да, постоянно. Также с Москвы Сергей прилетал, помогал делать. И, конечно же, волонтеры, помощники. Вот кто сейчас, кого вы здесь увидите, вот это основная масса, которая помогает здесь. Разные люди приезжают. И, я не знаю, это у них надо спросить, почему их тянет сюда, но им на самом деле огромная благодарность. Я не буду всех по именам называть, помимо того, что здесь, которые люди приезжают, кто-то не может приехать, и кто-то суммами дает. И суммами некоторые люди очень хорошими дают, как вот Андрей Светлый есть с Москвы, очень большую сумму он задает. Я говорю, это из-за него только все пошло в гору. Он там 290 тысяч дал, раз, чух, все пошло, материал, там все пошло в гору. И Сергей с Москвы тоже постоянно, вот он уже, наверное, 5-й раз прилетает сюда. Это, представляете, это надо на самолет туда, обратно. Тут он приехал, он, наверное, 1200 тоже потратил. Вот на этот проект, на все 1200. Он нам скважину, санузел, все там делал. В общем, вот такие люди. Я не знаю, я думаю, это только Божья помощь, больше никак, только с помощью Бога. Кто-то говорит, я атеист, я неверующий. Не просто так подводится это все через меня. Я думаю, не просто так. Здесь будет происходить историческое событие, не побоюсь этого слова, потому что изначально все из-за этого началось, из-за сбора средств на новый проект. А новый проект это вот он и есть, вот эта выгрузочная зона. Собирали на 6 соток, а мы сделали 9 соток, больше. Вот. И сейчас будем запускать по туннелю сюда нашего царя, не побоюсь тоже этого слова. Его так прозвал не я, а наши любимые зрители. Пока на данный момент именно для волков три выгрузочные зоны. Это каждому волку по паре. Акеле пару, Фурии пару, арктической и Братишу пару. Вот они, северные волки. Будут все выгрузочные. По 2 волка в такой выгрузочной зоне будут. 6 волков, не больше. Если будет, я же говорю, есть такой вариант, что мне на реабилитацию очень много людей просят, чтобы я реабилитировал волков, тех, которые не справляются, вот как произошло с якутом нашим. Но это если уже при поддержке государства, тогда я займусь этим делом, потому что это финансов немерено нужно. А все видно, все снимаю, все рассказываю. Зайти, даже, я не знаю, зайти посмотреть, сколько эта сетка стоит, сколько столбы стоят. Тут все понятно, тут очевидно, это просто не понимает тот, кто, я не знаю, может, школьники какие-то. А всем остальным все понятно, куда деньги деваются. Тут металл, он очень дорогой, тут вот вбить вот эти прутья, просто заказали прутья, 110 тысяч отдали. Просто за прутья. В землю, чтобы вот так 110 тысяч в землю закопать. В наш парк, который здесь строится, нужно 3 еще волков. Это будет также таежный подобран волк, самый, это вот якутский, с севера Якутии будем искать. Также я хочу с нашей местности
волчонка, поговорить также с Россельхознадзором, чтобы нам доставили, ну, приобрели волчонка именно с той местности полярного, с Ямала, именно ямальского волчонка. Да, это как статус будет все равно. Я же сам с Ямала, Акела вырос на Ямале. Родился он-то в Ханты-Мансийском округе, а вырос он на Ямале с месяца. Поэтому было бы очень интересно взять оттуда волчат. И одного, конечно, волка я хотел бы взять тоже с Канады, именно с природы. Также здесь будут воланды. Это по-любому, без них никак, потому что сейчас эту породу регистрировать будем, и я лично, я буду как создатель этой породы. Не просто я там помощник, я вот конкретно создатель, моя фамилия будет фигурироваться, буду как создатель породы, но 40 лет ей занимались, также волочники, Михаил Овчаренко, Александр Зубов, это те люди, которые, ну, уже в возрасте, вот Михаил Овчаренко год назад умер, и вот я действительно решил продолжить его дело. Мне это интересно было. У нас тоже волан был 10 лет назад, я отсюда рил, у нас его украли. Ну, у нас есть питомник в Волгограде, я помогаю развивать его тоже. Мы вместе как команда идем, мы зарегистрировали свой клуб Arctic Wolf. Это Алексей, Александр и Андрей. У нас команда А получается. У всех имена на А. И вот мы помогаем развивать, и там будут у нас воланды, естественно. Он уже и продает и без меня, что дядя Саша Зубов, что Леха, они продают без меня уже 10-15 лет этих воландов, как бы, но без документов. Но сейчас я этому способствую, чтобы зарегистрировали эту породу, и мы продавали все официально, и они узнали не только там страны СНГ там, и все вокруг, а весь мир, чтобы об этой породе узнал. Братиш, будешь бегать в следующей выгрузочной зоне. Теперь ты ко мне не подойдешь, Акела носится. А ты бесплатно, да, помогаешь? Да, волонтер. А ты откуда? Из Питера. В трендах Ютуба горело видео. Акела и Андрей, огромный, черный, чистокровный канадский волк. Поразительная внешность, грация и эстетика волка просто завораживали, и мне стало интересно, при каких обстоятельствах Андрей решил себе завести волка, и почему это решение было принято. Собственно, так и начал смотреть его, интересоваться жизнью Акелы, и вот по сегодняшний день наблюдаю, слежу за последними новостями на его канале и интересуюсь. Вот. Всем нужно платить деньги. На самом деле волонтеров не так много, а если есть, то какие-то фрики в основном, на самом деле. Вот это, что вы видите, это кого я пустил и кому я разрешил здесь находиться, на самом деле. Конечно, отбираю, строгий отбор. Бывает, тут желающих человек 500, сейчас только дай, они тут прилетят, но не всем можно, уже были плачевные случаи, когда волонтеры приезжали сюда и делали пакости. Помимо этого, мне такие вопросы задают, и где-то ты видишь, что где-то камера вот так вот, где-то там что-то включено, какие-то вопросы, которые не должно его вообще касаться, он спрашивает. Разные люди, поэтому... Из ряда чего? Пример. Я думаю, это какие-то завистники в основном, которые хотят что-то напакостить, типа хейтеров. Он приехал, разузнать, чтобы потом меня где-то выставить, выложить там и набрать на этом популярность подписчиков там и тому подобное. Меня зовут за границу, зовут по проектам тоже. И посмотрим, не знаю, я планирую, Москву очень сильно зовут. Вот арктический парк, и помимо этого еще я бы хотел заниматься, мне очень нравится, это реабилитация диких зверей. Именно реабилитация, забирать тех зверей, которые попали под машину, под охоту, которые подстрелены были, или которые на притравках там были, такие как медведи, там еще там животные, там енотики, всякие. Жалко таких животных. Это же не курица, там не глухарь, не куропаточка, не такой зверь, который можно вкусить в пищу. Это такие звери, которые, зачем его добывать? Естественно, я бы таких зверей бы забирал бы, и по возможности бы я их не просто себе бы, а по возможности по всему миру бы сотрудничал и пытался, вот кому нужна там такая особь, такая, переправлял бы таких животных, потому что всех ты все равно не соберешь. Вот как пытаются там питомники какие-то, там собачники, всех приютить, это невозможно.
Все равно вот эта каша мала, она не нужна. Это неприятно уже, когда вот кучу, и не пойми где что, ты не успеешь за всеми. Даже люди, если рабочие будут. Поэтому нужно распределять по всему миру таких животных. Не то, что я понял, я знаю, что если не жить жизнью этой, ничего не получится. Как и здесь. Если бы я не жил этой жизнью, ничего бы этого сейчас не было. Если бы я где-то сейчас работал, там, ездил на работу, у меня здесь каждый день работает, ты сам видел, там, тут работы, тут она постоянно будет работа. Тут чего стоит только покормить, разрубить, все убрать, это время уделить. Я думаю, любовь к животным не заменит ничего, если вот эти все ссылаться на какие-то финансовые моменты коммерческие, ничего не будет. Это будет так.